Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 18 января, понедельник, якутское время 19:09. И, как всегда, по понедельникам в прямом эфире информационно-аналитическая авторская программа «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Как всегда, мы будем рады вашим звонкам. Звоните нам в студию. Телефон 35 33 10. Вы его видите на своих экранах. Мы, как всегда, рады интерактивному общению с вами. Сегодня у нас в гостях председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по делам Арктики Алексей Киселев. Алексей Васильевич, добрый вечер. Очень рад, что вы пришли. Добрый вечер, Владимир Станиславович. Алексей Васильевич, мы виделись с вами 24 ноября, после того 20 ноября, когда состоялось в Совете Федерации заседание Президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации и Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. И были там обсуждены критерии отнесения тех или иных территорий к арктической зоне. И было дано тогда поручение Минэкономразвития подготовить в срок до 15 января перечень арктических территорий. Подготовлен этот перечень? Вы знаете, может быть, что-то об этом? Ну, да, конечно. Об этом, значит, много было речи, много разговоров, много вопросов. И действительно, там поднимался этот вопрос, и очень позитивно был воспринят в Совете Федерации. Также был воспринят и в Министерстве экономики Российской Федерации. И буквально вот сегодня на планированном совещании главы республики, значит, этот вопрос снова был поднят. И, в общем-то, он идет в позитиве. То есть идет как бы решение вопроса, осталось только согласовать где-то с двумя органами здесь. И работа эта будет вестись, ну, я думаю, что она будет все-таки доведена до логического. То есть мы надеемся, решения. что 13 улусов республики будут отнесены к арктической зоне, а не 5, как это сейчас? Ну, да, мы очень надеемся. Хорошо. Значит, там же 20 числа, 20 ноября очень много говорилось вообще об Арктике, о развитии Арктики, о комплексном развитии Арктики. Но в то же время упоминались ключевые проблемы. Говорилось о том, что эти самые ключевые проблемы решаются все еще не быстро. Что бы вы могли ответить тем людям, которые говорят о том, что ключевые проблемы Арктики решаются не с такой скоростью, как хотелось бы? Не с такой скоростью. Ну, конечно, я постараюсь ответить на этот вопрос. Действительно, там много очень проблемных вопросов в Арктике. И действительно, мы, вот как наш комитет, если это по нашему комитету судить, мы только первый год, и действительно на Арктику вот по-настоящему повернулись лицом вот первый год. Совсем недавно. Год Арктики. И за год, конечно, решить те проблемы, которые накопились в течение последних 20 лет, их просто невозможно. Да, конечно. Да, их нужно решать, конечно, на это нужен какой-то определенный срок. Но, тем не менее, степ-бай-степ пойдем по блокам по таким. Первый блок пусть будет инфраструктурный. Модернизация энергетики и коммунальной инфраструктуры. Что было сделано в 2015 году, в ушедшем? Какие планы на 2016? Ну, в общем-то, у нас Министерство жилищно-коммунального хозяйства по этой части отработало неплохо, я бы сказал. Проведена, значит, реконструкция и строительство 13 новых котельных в арктической зоне. Значит, подключены дома к отопительным системам. Это у нас на крайнем севере более 400 домов. Тоже как бы выполнена эта программа. К централизованному освещению. Да, к централизованному отоплению, к централизованным сетям отопления. Значит, построены новые теплотрассы, там 13 километров где-то. И в этом плане, конечно, ведется работа большая. Ну, и понятно, конечно, за один год всю эту проблему не решить. И на 16-й год в планах? И на 16-й год в планах то же самое есть у нас заложено. Значит, по линии Министерства ЖКХ, по линии Минэнерго. Вот работа будет продолжена. То есть Арктика развитие Арктики вот по этой части не ограничится одним годом. Обновление жилого фонда и модернизации его будет ли продолжено в 2016 году? Да, то же самое по обновлению и модернизации жилого фонда тоже будет по переселению из аварийного жилья. Ну, вот программы, участвуют же многие районы в программах в этих вот по переселению жилья. Конечно, это очень сложный очень вопрос у нас, тем более на севере, потому что там очень скопилось много и аварийного жилья, и ветхого жилья. Да. Вот, и, конечно, решить махом одним, кажется, вот этот вот момент, этот блок инфраструктурный, он, конечно, хорошо монтируется дальше с ресурсным блоком, потому что, насколько я знаю, 2015 год был первым постсоветским годом, когда, ну, скажем так, прекратился отток населения. Да, это вот можно было бы, конечно, это поставить очень так во главу угла, потому что действительно по течение последних 25 лет постоянный был отток населения. Население уменьшилось в 2 раза. Да. Арктической зоны в 2 раза и полярных территорий. И вот в этом году это первый год, когда не прибавилось население, но в то же время и не уменьшилось. То есть работаны как
бы но, тем не менее, осталось на уровне. Пусть нулевая динамика, да, но оттока нет, это уже... оттока нет. Это уже хорошо. Это уже хорошо, да. Что касается качества рабочей силы, кстати, тоже говорилось о том, что прибывает малоквалифицированная рабочая сила, а отток, собственно говоря, происходит в высокопрофессиональных. Такое тоже наблюдается? Такое тоже наблюдается, конечно. Вот, и, поэтому в этом плане, конечно, ведется работа и по части малого предпринимательства. Там... Вот, давайте перейдем к этому. Год предпринимательства малого прошел, малого и среднего. Да. Какие-то подвижки в этом направлении? В этом плане, конечно, недавно буквально было завершение года предпринимательства, и по части нашей исполнения комплексной программы у нас все-таки по части субъектов малого предпринимательства идет рост. У нас где-то на 8% количество субъектов малого предпринимательства выросло в арктической зоне. Это очень хороший показатель для нас, я считаю. В общем, там дело не стоит на месте. То есть все-таки и задача же предпринимательства — это же не просто так заниматься, а именно занять население, самозанятость населения, чтобы уменьшить безработицу. А безработица, к сожалению, у нас в Арктике пока... Вот, безработица в Арктике, она больше, чем во всех остальных районах республики? Да, у нас в 10 из 13 районов, в 10 районах пока выше среднереспубликанского показателя. А что-то с этим делается в 2015 году, в 2016 году? Вот с этим делом, конечно, у нас работа ведется. По части района направляет на учебу, чтобы люди обучались, приобретали какие-то специальности. Кстати, я знаю, не только направляют, но и дистанционная форма обучения. Да, и дистанционная форма обучения есть у нас. Очень хорошо дистанционная форма. Я бы так немножко вперед заглянул. У нас идет по части, обучения детей-инвалидов. Очень эти программы продвигаются. Это во всех улусах востребовано? Практически, да. Во всех улусах есть дети-инвалиды. И, в общем-то, неплохо, очень даже, я бы сказал, что эта программа решается. Немножко провокативно спрошу, не могу удержаться. Знаю, что наибольшее количество направленных на обучение по программе содействия занятости населения Республики Саха-Якутия на 2012-2019 годы в плане профориентационных услуг. Так вот, наибольшее количество отмечено в Оленегском улусе, в Оленегском районе. В частности, 10 безработных граждан там обучились основам предпринимательской деятельности. Безработных основам предпринимательской деятельности. Подчеркиваю. Для дальнейшего создания собственного дела. Как вы думаете, эти люди создадут собственное дело или для чего это вообще делается? В общем-то, конечно, это делается для того, чтобы люди, ведь эти 10 человек не просто так их поймали на улице, это кто изъявил желание. Да, конечно, раз изъявляет желание, значит, у него есть желание начать свое дело. И, конечно, я, так, по моему жизненному опыту, конечно, все они не будут предпринимателями, конечно, на 100%. Но даже если это будет где-то процентов... Но даже если они получили АЗы... даже если они получили образование, АЗы по этой части, по предпринимательству, то это, считаю, очень хорошо. Алексей Васильевич, у нас звонок, давайте примем. Будьте добры, представьтесь, из какого вы города, и задавайте свой вопрос гостю. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. С наступившим Новым годом. Вас также. Спасибо. Егоров Антон Романович, город Якутск, директор Северо-Восточного научно-инновационного центра развития инклюзивного образования СФУ. Очень приятно. У меня такой вопрос. В свете реализации придуманной программы главы республики Егорова Борисова, пятое направление – разработка комплексной экспедиции. В эту программу университет подготовил несколько проектов, в том числе и проект нашего Центра инклюзивного образования, выявление психолого-педагогических детерминантов, людей с особыми образовательными потребностями. Вопрос. И внедрение потребностей инклюзивного образования. Я и говорю суть вопроса, чтобы вы в курсе были. Вот вопрос, председателю Госкомитета по Арктике. Какую реальную помощь вы можете оказать нам в реализации этого проекта? И, могли бы выделить вы куратора по данному проекту для нас? Спасибо за вопрос. Спасибо, Антон Романович. Давайте, может быть, начнем с того, состоится ли комплексное изучение Якутии, потому что, насколько я понял, там по финансированию не все здорово. Да, по финансированию пока не все здорово, но работа и разговор об этом уже идет. Да. Все приводят примерно
начала советской власти, в 25-м году еще было комплексное, тогда даже смогли организовать вот такую комплексную экспедицию. Я надеюсь, что и сейчас, значит, у нас эта работа будет все-таки доведена до логического конца, эта экспедиция состоится, и, конечно, по части... вопрос гостя, да, в части... И по части того, что, значит, ну, у нас пока, конечно, в этом плане средств не заложено на 16-й год, да, но по части кураторства мы, конечно, окажем самую посильную помощь. Значит, один из заместителей будет конкретно заниматься вот именно по организации этой экспедиции. Поэтому милости просим, обращайтесь, пожалуйста, в Госкомитет по делам Арктики. Продолжим, пожалуй, нашу беседу. Там же, в Оленегском улусе, хочу еще вот о чем спросить и подвести разговор, собственно говоря, вот к чему. Как вы считаете, какие все-таки специальности, профессии на северах, в арктической зоне были бы максимально востребованы, потому что еще 10 человек обучились, ну, например, парикмахерскому искусству. Я не думаю, что там же, в Оленегском улусе, это будет, вот они все 10 будут востребованы в салонах красоты. Ну, возможно, где-то в другом месте могут найти работу. В другом могут, да. Ну, что бы я сказал по части востребованности, значит, у нас, конечно, не хватает работников здравоохранения. Да. Да, вот особенно в отдаленных этих районах, в ночлегах не хватает, нет фельдшеров. Вот, но тем не менее, кстати, тоже то, что я знаю, и врачам, и фельдшерам в прошлом, в 2015 году были выплаты. Да, это программа «Земский доктор», значит, «Земский фельдшер». Это очень все работает. И работает, и помогает, и выделяет средства, и все это. Так, врачи понятно, учителя. Учителя тоже самое, у нас тоже нехватка учителей все равно. Все равно есть. Хотя, значит, ну, если честно признаться, то не очень-то горят желанием наши выпускники ехать в Арктику. Ну, это понятно. Очень такие суровые наши условия. Давайте подойдем к транспортной инфраструктуре. Что делается в плане субсидирования внутрирегионального сообщения от населенных пунктов до аэропортов и, соответственно, авиаперевозок? Ну, у нас спецтариф уже есть, который, значит, с 1 октября там, по 30 с 1 апреля по 31 октября. Вот по этой части у нас программа это практически выполнена на 98,9%. Программа пролонгирована на 16 год? На 16 год пролонгирован. Вот теперь по части, значит, субсидированных рейсов внутри Улуса, значит, тоже выполняется это. Вот это же отдаленные ночлега, вылетают, значит, вертолеты. Да. Другого сообщения нету. Я буквально, если взять наш вот Нижнеколымский район, там село Андрюшино, там вообще невозможно попасть, кроме как на вертолете. Вот, и закупка техники. Вот по закупке техники, значит, у нас, чтобы решить проблему вот транспортной доступности от ночлегов до районных центров, значит, у нас Министерство транспорта очень неплохо сработало в этом году. Она из запланированных 8 единиц, которых вездеходная техника, они приобрели вообще 23 единицы, которые были доставлены по району. Это очень хороший пример. Это и важно, кстати говоря. И очень важно. Очень, да, это очень важно. Перейдем к отраслям, традиционным отраслям Севера. Что в плане модернизации этих отраслей? Ну, давайте начнем с модернизации рыбохозяйственного комплекса. Ну, этим конкретно занимается наш комитет. Модернизация рыбохозяйственного комплекса, она была поставлена как бы приоритетной задачей по развитию рыбохозяйственного комплекса. Значит, по модернизации у нас была в этом году проведена очень большая работа, приобретено, значит, 8 рыбопромысловых баз, которые, значит, по всем арктическим улусам. У нас основная рыба идет с арктических улусов. Вот, приобретено и доставлено 8 рыбопромысловых баз. Давайте мы вернемся сейчас к этому. Примем звонок сейчас, чтобы гость не ждал. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос Алексею Васильевичу. Здравствуйте. Здравствуйте. Драматичный праздник извините, я не услышал, как вас зовут и учат. Это почему северным народам, вот, учителям, которые 30 лет работают, не дают льготы, вот, например, по контракту, который сейчас учителя врача ведут, и этим делом вы можете же... Спасибо за вопрос. Учителям не дают. Это малочисленным народом Севера, которые, да, представители КМНС. Льготы. Ну, я сейчас не смогу, наверное, сразу ответить на этот вопрос. Ну, возьмите на карандаш. Мы возьмем этот вопрос на карандаш, как говорится, и постараемся вам ответить уже письмом там или сообщением. Вот. Ну, по этим льготам пока
Я не в курсе, не могу сказать, ответить. Итак, по рыбохозяйственному комплексу, по модернизации продолжим. Так. Кстати говоря, этот вопрос важен также и в плане импортозамещения. Мы справляемся вообще с импортозамещением? Вот по части импортозамещения тоже у нас была поставлена задача. Все-таки у нас же идет как бы такая работа. И это... Значит, и по этой части у нас в связи с тем, что, значит, модернизация рыбохозяйственного комплекса идет неплохо. Вот я уже сказал, 8 рыбопромысловых баз только в этом году, да? Да. В 2015 году, вернее, было 5 модульных цехов первичной переработки. Потом, значит, еще у нас приобретено было 15 рефрижераторов по шоковой заморозке. Это, во-первых, улучшает качество летней рыбы. Вот у нас как бы летняя рыба раньше хранилась только в таких природных условиях, под землей, там, в ледниках, чтобы она там фактически считалась как бы не замороженная, а охлажденная. А сейчас она замороженная, 15 раз. Поголовье оленей. Все-таки причины сокращения поголовья оленей и домашних. Да, у нас очень, конечно, вот по оленеводству тоже ведется большая работа. Фактически, значит, было и построено, значит, 4 оленеводческие базы. Значит, были построены 6 коралей новых. Да. Вот эта работа практически последние годы не велась. Вот это вот первый год. Она началась вот Она только началась вот в 2015 году. Но, к сожалению, конечно, это пока не дает своих результатов, не дало. У нас поголовье все-таки снижается. Поголовье оленей, домашних оленей снижается. Задача, значит, стоит у нас, чтобы, я думаю, я просто надеюсь, что вот та программа, которая есть у нас комплексная по, значит, развитию традиционных тростей севера, в том числе оленеводства, вот, куда вкладывается. Мы вот в этом году, например, завезли в 2 района 2 новых модульных убойных цеха, чтобы, значит, технический регламент, который будет, значит, нам соблюдать его, вот именно и по этой части же еще и в этом году будут строиться новые еще 2 модульных цеха убойных. И я надеюсь, что все-таки вот эта программа, она скажется в конце концов на общем поголовье. А так вот снижается поголовье. Основные проблемы, конечно, по оленеводству это у нас и травеж волками, особенно вот горно-таежная зона. Я буквально был вот на днях в Алданском районе. Там времени мало уже. Это раз, два, что? Так, второе, это значит, у нас дикие олени заходят с территории Красноярского края и уводят домашних оленей, это в Оленевском районе. Понятно. Вот. Тоже причина, кстати. Да, тоже причина. Хорошо. Время уже завершать программу. Как вы думаете, слухи о глобальном потеплении сильно преувеличены или нет? Ну, сказать, что глобального потепления нет, я не могу, потому что я сам прожил на севере, и это уже чувствуется. Мы же живые люди, понимаем, что действительно это глобальное потепление есть. Но, конечно, оно не сказывается. Вот у нас в летнее время, лето в Арктике теплее не стало, но зато стали теплее зимы. Стали теплее зимы. Стали теплее зимы. И вот сам вообще вот климат, он немножко как бы сдвинулся. Если раньше морозы первые приходили уже в октябре, то сейчас они приходят где-то в середине ноября. Алексей Васильевич, вынуждены завершать программу. Напоминаю, дорогие зрители, что в гостях у нас был председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по делам Арктики Алексей Васильевич Киселев. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Смотрите нас завтра в 19:15, а также в четверг в 19:15. Всего вам доброго. До свидания.